вопрос. Саламат Садыр Нурбаджаевич, Бекмамат Асамбеков, телеканал «Мир-24» в Кыргызстане. Вот вы в своей работе большое внимание уделяете сфере энергетики, да и в целом зеленой экономике. Вот в контексте сотрудничества с Германией, какие перспективы вы видите в этих направлениях? Спасибо. Спасибо. Как вы знаете, на пути своего развития Кыргызская республика, так же, как и большинство стран мира, была ориентирована на достижение экономического роста, в основном за счет интенсивного использования природных ресурсов. Такое отношение показало свою неэффективность, а также пагубность для экосистем. К 2050 году Кыргызстан на платформе зеленого развития постарается достичь углеродной нейтральности. Локомотивом этой безуглеродной политики будут возобновляемые источники энергии, в первую очередь гидроэнергетика. В Кыргызстане имеется огромный потенциал для использования энергии солнца и ветра. Сегодня в составе германской делегации есть руководители компаний, осуществляющие свою деятельность в сфере гидро- и солнечной энергетики, с которыми мы заинтересованы развивать сотрудничество. Учитывая гидроэнергетический потенциал Кыргызстана, мы заинтересованы в развитии взаимодействия с Германией в сфере выработки и использования зеленого водорода. Как вы знаете, зеленый водород, будучи так называемой энергией будущего, способствует озеленению экономики в таких важных сферах, как промышленность и транспорт. В начале 2023 года мною была выдвинута инициатива по реструктуризации государственного внешнего долга Кыргызстана с использованием механизма его конверсии на проекты в сфере зеленой экономики. Мы рассчитываем на поддержку Германии в данном вопросе. Хотел бы еще раз отметить, что мы заинтересованы в эффективной реализации инициативы германской стороны «Зеленая Центральная Азия», которая нацелена внести реальный вклад в развитие зеленой экономики и обеспечение безопасности с учетом глобального изменения климата в нашем регионе. Спасибо.